Кумыки издавна исповедуют ислам суннитского толка. Большая часть придерживается норм шафиитской правовой школы, а остальные – последователи ханафитского мазхаба. После утверждения ислама среди кумыкских правителей и подвластного им народа, кумыкские шаухалы стали распространять ислам среди горцев Дагестана и Северного Кавказа. О значительной роли кумыков в распространении мусульманства венгерский ориенталист Армении Вамбери писал следующее. Кумыки, являющиеся культурным народом Кавказа, принявшим ислам в Средневековье, среди языческих жителей играли роль мусульманских культур-трегеров. Многие кавказские народы находились под их влиянием, переняв их язык, обычаи и религиозным делам обучаясь у кумыков. Тем не менее, кумыки не перестали нести свет ислама по окончании Средневековья. Много сынов Кумыкии были мусульманскими миссионерами, посвятившими свою жизнь служению религии Аллаха. Давайте вспомним от них из самых ярких деятелей и ученых-богословов нашего народа. Шейх Султанмут Индирейский. Султанмут был талантливым полководцем, умелым политиком и организатором. В юности получил обычное для того времени военное образование и приобрел знания в области богословских наук. Он был глубоко верующим человеком и в 1636 году совершил хадж. При нем Индирей стал средоточением богословской науки, откуда миссионеры несли знания об исламе по всему Кавказу, в том числе языческим племенам Чечни, кабардинцам и карачаево-балкарцам. Он усиленно вводил законы шариата, так как понимал, без них создать сильное государство, объединив множество разных этносов, невозможно. Багдад Али. Ученый, богослов и поэт, принимавший активное участие в политической жизни Дагестана, находясь в должности кадия в Тарках. Помимо арабоязычных стихов, трактата на арабском языке по морфологии персидского языка и труда по мусульманскому праву шафиитского толка, Багдад Али был и автором ряда стихов суфийского содержания на старокумыкском языке тюрки. Ташаф Хаджи Индирейский. Мусульманский богослов, кумыкский и чеченский военачальник XIX века наиб имама Шамиля Ташаф Хаджи, подобно Султанмуту Индирейскому, посвятил свою жизнь распространению и укреплению ислама на территории Северного Кавказа. Он известен не только как способный военачальник, который наводил ужас на врагов, но и как автор более десятка прозаических и поэтических произведений религиозного характера на арабском и кумыкском языках. Работы Ташафа Хаджи говорят о его обширных познаниях в языке и грамматике, литературе адаба и стихосложении, исламских преданиях и фикхе, а также свидетельствуют о широкой эрудиции в самых разных областях богословия, суфизма и истории литературы. Абдурахман Какашуринский. Богослов Абдурахман Какашуринский получил образование сначала в медресе, а затем лично у разных алимов, специалистов по мусульманскому праву в Дагестане и Шарване. Завершив образование, он работал кадием, судьей в нескольких селах. Общеизвестно, что в богословских науках он достиг высокой степени шейха шариата. Абдурахман был очень смелым человеком. Он всегда стоял на стороне бедного народа и осуждал все власти духовенства, невежество, коррумпированность и распущенность некоторых своих коллег. Шехамад Кади из Эрбели. Известный поэт, переводчик и религиозный деятель, Шехамад Кади работал кадием в нескольких селах и одновременно издавал немало религиозной литературы на кумыкском и арабском языках, а также приложил много усилий для становления кумыкской литературы. Чтобы показать его неуемную работоспособность, достаточно сказать, что за 10 лет Шехамад Кади подготовил и издал более 30 книг, в среднем по 3 книги в год. Некоторые его книги – это перевод на родной язык трудов арабских, аварских, татарских и других тюркских ученых.
Шихамад Кади писал простым, доступным языком, а его труды пользовались такой популярностью, что приходилось их по нескольку раз перепечатывать и переиздавать. Он так мастерски переводил с других языков на родной, что эти книги становились частью кумыкской литературы, религиозной культуры и были близки народу. Дыдымов Абдул-Вагаб из Аксая, шейх Накшбандийского тариката с 1904 года, основатель Аксаевского медресе, родился в семье зажиточного уздена Атая Хаджи Дыдымова, благодаря усилиям которого получил высшее духовное образование, превратил селение Аксай в крупнейший в Терской области центр по изучению и преподаванию ислама и арабского языка, имел до 5000 последователей мюридов в Дагестане, Чечне, Кабарде. На свои средства в начале 20 века он открыл Аксаевское медресе, где преподавали такие видные ученые и просветители, как поэты Нухай Батыр-Мурзаев, Манай Алибеков, Абдурашид Арслан Мурзаев, приглашенные преподавать Гусейн Хаджи из Бахчисарая, Исхак Хаджи из Казани, Абу-Супьян Акаев из Нижнего Казанища. Ученикам, помимо теологических дисциплин, преподавали историю, математику, географию, другие светские науки, обсуждали текущие политические события, происходившие в стране и в мире. Абдул-Вагаб был благотворителем. Он реставрировал Джума-мечеть и построил центральную улицу Таш-Орам и мост через реку Аксай. По его инициативе и непосредственном участии было открыто медресе в селении Дылым Салатавии, ныне Казбековский район. Мустафаев Абдул-Басир Хаджи из Нижнего Казанища, известный ученый, арабист, религиозный и общественный и политический деятель, Мустафаев Абдул-Басир в 1919 году был назначен шейхуль-исламом Дагестана. Также он был председателем шариатского суда. Акаев Абу-Супьян Акай Кадиевич, ученый-богослов, поэт и издатель, и один из основателей первой исламской типографии в Тимирхан-Шуре. Он закончил несколько медресе, где изучал арабскую грамматику, юриспруденцию, хадис, риторику, логику и другие науки. Высшее исламское образование в течение 6 лет получил в селе Сагратель. В возрасте 28 лет написал книгу о логике Хавлят аль-Усуль на арабском языке. Он снискал славу и уважение у народов Дагестана и всего Северного Кавказа, не только как признанный знаток законоположения шариата, но и как ученый-тюрколог, педагог, публицист и общественный деятель. Ему принадлежит особая роль в движении по реформации ислама в Дагестане и в мусульманском просветительстве, как единомышленнику и последователю известных в мусульманском мире деятелей Мухаммеда Абдо, Рашида Ризы, Исмаила Гаспринского, Каюма Насыри и других. Создал первую на Северном Кавказе новометодную Усуль-и-Джадид по европейскому образцу школу, издал первый печатный букварь и учебно-методическое пособие на кумыкском языке, грамматическое пособие по арабскому языку, серию многостраничных словарей. Ильясов Ильяс Хаджи. Закончив сначала медресе Мир и Араб в Бухаре, а затем Исламский институт в Ташкенте, Ильяс Ильясов продолжил учебу на факультете шариата в университете Аль-Асхар в Каире. Был заместителем муфтия Кумыкского духовного управления мусульман, затем имамом Центральной мечети Махачкалы, советником председателя правительства Республики Дагестан по религиозным вопросам, заместителем председателя Комитета правительства по делам религий, проректором по учебной части Исламского университета имени Аш-Шафии и имамом мечети Сафара в Махачкале. Ильяс Ильясов известен своими полемическими работами, посвященными в основном критике ваххабистской оппозиции. Свободно владея арабским языком, он подготовил и издал перевод части Корана с комментариями на кумыкский язык. Шейх Мухаммад Мухтар Бабатов, Кахулайский.
Богослов и просветитель Мухаммад Мухтар в 1989 году был избран муфтием Северокавказского духовного управления до его разделения на региональные муфтияты. Работал имамом в поселке Тарки, а затем в Кехулае. Благодаря своей высокой эрудиции и образованию ему удалось завоевать религиозный авторитет и помочь в разрешении многих конфликтов. Он заложил новые подходы изучения просветительской стороны ислама, что послужило распространению религии в молодежной среде. Кехулайский шейх знал, как находить общий язык с людьми. Он не конфликтовал ни с одной из противоборствующих сторон дагестанских мусульман, а наоборот, старался взаимодействовать с ними и налаживать диалог между ними. Мухаммад Мухтар был интернациональным духовным наставником для многих. Он проповедовал на кумыкском, но послушать его проповеди съезжались со всего Дагестана и из других республик. Среди его последователей были как кумыки, так и даргинцы, лакцы, аварцы и представители других северокавказских республик. При нем многие мусульмане смогли получить возможность отправиться в хадж. Это далеко не полный список кумыкских ученых-богословов и просветителей, о которых можно говорить часами. Да будет доволен ими Всевышний, и да примет Он их благие дела, и сделает обитателями райских садов.